Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Россия переводит в практическую плоскость вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другую страну, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Швейцария, где сейчас идут обсуждения по поддержанию прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией, теряет доверие как посредник в международных делах. Захарова отметила, что диалог перенесут в страну, власти которой, цитата, действительно воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата. Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года на основе договоренностей президентов России и Франции, достигнутых в ходе переговоров после завершения конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. Тогда же Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В женевских дискуссиях, напомним, участвуют Абхазия, Южная Осетия, Россия, Грузия, США, ООН, ОБСЕ и Евросоюз. В апреле 2022 года женевские дискуссии по Закавказью поставили на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ. По словам директора 4-го департамента стран СНГ российского МИДа Дениса Гончара, 56-й раунд переговоров должен был пройти в конце марта, но его отложили на неопределенный срок. Дипломат отметил, что недружественные и политизированные шаги западных партнеров могут привести к возникновению неопределенности на Южном Кавказе. К другим темам. Одна из главных новостей прошедшей недели – это обострение ситуации на Ближнем Востоке, в частности, между Ираном и Израилем. В ночь на воскресенье Иран атаковал Израиль с помощью дронов и баллистических ракет. Нападение поддержали хуситы и Хезболла. Часть беспилотников были сбиты в небе над Сирией и Иорданией. Отметим, что Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории, а не при помощи региональных прокси – йеменских повстанцев хуситов и ливанской шиитской группировки Хезболла. Хуситы и Хезболла нападение это, понятное дело, поддержали. Первые, как передает агентство Reuters, запустили с территории Йемена несколько беспилотников, а Хезболла объявила, что запустила десятки ракет по контролируемым Израилем голландским высотам. Военную помощь Израилю же оказывают ВВС США и Великобритании. Как передало The Times of Israel со ссылкой на израильское Минобороны, более 100 иранских беспилотников были перехвачены за пределами Израиля. Многие эксперты отмечают, что нападение Тегерана стало ответом на израильский авиаудар по иранскому консульстве в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек, включая 5 офицеров и 2 высокопоставленных генералов корпуса стражей исламской революции. Иранские и сирийские власти утверждали, что консульство в результате удара было полностью уничтожено. На протяжении полугода израильские военные неоднократно атаковали позиции корпуса и другие иранские цели в регионе, но удар по Дамаску значительно повысил градус напряженности. Тегеран воспринял бомбардировку консульства как удар по собственной территории. Израиль, хотя традиционно и не стал подтверждать или опровергать свою причастность к атаке, но заявил, что уничтоженная постройка не обладала дипломатическим статусом. Сразу же после авиаудара Тегеран пригрозил Израилю ответными мерами. Спустя 3 суток после удара по Дамаску верховный лидер Ирана Али Хаминеи опубликовал в соцсети Twitter сообщение на иврите, в котором пообещал заставить сионистов раскаяться за свою преступную агрессию. Конец цитаты. Выступая с речью по случаю мусульманского праздника 10 апреля, иранский лидер вновь заявил, что Израиль, цитата, допустил ошибку и должен быть наказан, и он будет наказан. Вечером 13 апреля, когда появилось сообщение о начале иранской атаки, Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации. В нем он сказал: «Я определил четкий принцип: ударим по тому, кто нанесет по нам удар, защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно», заявил израильский премьер. Последствия эскалации между Ираном и Израилем, если ее не избежать, очень больно ударят по США, полагает политолог Малек Дудаков. Рейтинги Джо
Джо Байдена только было начали отрастать со стартом активной фазы противостояния с Дональдом Трампом, как ему вновь прилетел так называемый «черный лебедь». И опять на Ближнем Востоке, пишет эксперт в своем телеграм-канале. Иран через Турцию заранее предупредил США о ракетном ударе по Израилю, но положение Вашингтона это не облегчило. В Конгрессе призывают не использовать американскую армию для ответных действий. А Байден настойчиво требует от премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не отвечать на удары Ирана. Ночная работа ПВО Израиля обошлась примерно в 1 миллиард. Ракеты теперь нужно срочно закупать у США. Конгресс обещает первым делом выделить транши Израилю на следующей неделе. С этим, в отличие от траншей Киеву, он может успеть до ухода в отпуск 19 апреля. В опросе, например, New York Times, только 25% американцев уверены, что президентство Байдена стало хорошим временем для США. При этом 42% позитивно отзываются об эпохе Трампа. Рейтинг Байдена в контексте ситуации на Ближнем Востоке не превышает 25%, то ли еще будет в случае дальнейшей эскалации ближе к выборам. Это просто поставит крест на президентство Байдена, считает эксперт. Подробнее эту тему мы обсудили с сотрудником Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Арнольдом Дзарипа. Здравствуйте, Арнольд. Приветствуем вас в нашей студии. Скажите, пожалуйста, сегодняшняя наша тема – это обострение на Ближнем Востоке Израиля-иранского конфликта. Как вам кажется, почему именно сейчас оно произошло? Здравствуйте, Арифа. На самом деле причин здесь очень-очень много. И перед тем, как я буду вам рассказывать о таких возможных причинах, почему все это обострилось, здесь необходимо обратиться к динамике взаимоотношений между Ираном и Израилем. На самом деле с годами динамика напоминала резкие взлеты в взаимоотношениях и такие же очень резкие крутые падения. Стоит вспомнить, к примеру, 1950 год, когда отношения только-только начинали выстраиваться между Ираном и Израилем. Между прочим, Иран был первой страной, одной из первых стран, если я не ошибаюсь, второй, то ли третьей страной, которая признала независимость Израиля в качестве независимого государства, субъекта международного права. Тогда были заключены десятки договоренностей, очень много соглашений, начиная от культурных соглашений, да, соглашений по культуре, заканчивая до медицины и даже обороны, что сегодня, например, кажется абсолютно утопическим, абсурдным, да? Можно сказать. Да. Но с годами эта динамика начинает меняться. Такая динамика продержалась порядка 20-25 лет. Отношения начинают резко ухудшаться вследствие исламской революции. Вот, если вы припомните из истории, был даже такой период, когда к власти пришло исламское духовенство, аятоллы Хамейни. Да, вот в тот период даже был такой очень интересный момент, достаточно оскорбительный шаг в отношении Израиля, когда Иран закрыл посольство Израиля в Тегеране и преобразовал из него фонд поддержки Палестины. Организация, то ли фонд поддержки Палестины. Это, конечно, сыграло такую очень негативную роль. И вот спустя несколько лет опять отношения начинают ухудшаться, поступательно ухудшаться. Вот. Если сравнивать с нынешними событиями, с нынешним положением дел, конечно, тут есть и некоторые факторы. Это третья сторона. Да? Вот, к примеру, вот перед эфиром я ознакомился с интересными материалами, которые буквально дней 5 назад опубликовала ЦРУ под грифом «Секретно». Все эти материалы находились долгое время под грифом «Секретно», и буквально пару дней назад, получается, уже ЦРУ расшифровала все эти секретные договоренности, секретные материалы по Израилю и Ирану. То есть тут есть очень интересный материал, факт того, что Соединенные Штаты поддерживали проведение революции, получается, государственного переворота. Поддерживали как, если вы спросите, здесь начиная от прямого подкупа политиков, заканчивая до больших финансовых вложений. Вы имеете в виду исламскую революцию? Исламскую революцию, совершенно верно. Хотя сегодня это кажется, как бы, да, вот исламская революция. Но тогда задумка и мысль была, значит, следующая, чтобы к власти не пришли коммунисты, работа проводилась таким вот образом. Да, и вот вследствие чего к власти пришло исламское духовенство, которое свою политику трактовало совершенно по-другому. А как она трактовала, вы знаете прекрасно по истории.
И все же интересно, как вам кажется, что вот как-то и последнее время, и вот именно последняя атака на Израиль, почему сейчас это произошло? Вот, может быть, это ответ на какое-то другое действие? Или... Совершенно верно, Арифа. Здесь надо обратиться к хронологии. Давайте хронологически разберем, какие события и чему предшествовали. Значит, все начинается с ракетного удара по посольству Ирана в Сирии. Как вы знаете, значит, Израиль атаковал консульство, если быть точнее, в котором погибло порядка 6 офицеров корпуса Стражи Исламской революции, среди которых был достаточно квалифицированный кадр, генерал, если быть точнее, Мухаммед Захиди. То есть гибель такого не просто полевого генерала, да, высокопоставленного, не побоюсь этого слова, чиновника в рядах такого вот корпуса повлекло за собой ответные действия. То есть весь мир затаил дыхание. Что же произойдет дальше? А дальше происходит следующее. Тегеран наносит массированный ракетный обстрел. Порядка 5 часов, если я не ошибаюсь, шел ракетный обстрел вместе с дронами. Активно, значит, обстреливают Израиль. Ну, как недавно вот некоторые военные эксперты выразились, Израиль полностью отражает всю эту атаку на 99%. Конечно, в условиях войны, как говорится, проверить информацию, достоверность этой информации крайне сложная задача. Мы можем лишь предположить по тем или другим источникам. Сравнивая эти источники, да, но добиться такой вот истины в информационном отношении крайне сложная задача. Вот такие события происходят. И, к сожалению, да, вот, к сожалению, мировое сообщество на это все смотрит очень как-то неоднозначно, не совсем понятна реакция. Вот, кстати говоря, говоря о реакции мирового сообщества, как вам кажется, какие бы вы тенденции тут выделили, какие бы стороны, каких акторов еще вовлеченных, скажем так, поддерживающих одну сторону и другую? Ну, здесь я думаю, что надо сразу отделить зерна от плевел, потому что объединенная коалиция, так называемая объединенная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америкой к этому вопросу отнеслось немного неожиданно, я бы даже сказал. Если вы помните, буквально недавно официальный представитель Госдепартамента США выступил с заявлением о том, что США не будут поддерживать ответный ракетный обстрел Израиля в отношении Ирана. То есть здесь это очень интересно. Это да, очень ведь? интересно, события складываются достаточно неожиданно, я бы даже сказал, достаточно очень таким вот интересным способом. Вот. И даже вот буквально недавно состоялся такой телефонный разговор между Беньямином Нетаньяху, премьер-министром Израиля, и президентом США Джо Байденом, в ходе которого стороны, как утверждается по пресс-релизу, обсудили вопросы военной операции. То есть здесь США выставила такую претензию Израилю, что ответного удара не должно быть. Как вам кажется, с чем это связано? Затрудняюсь ответить. Не могу вам ответить однозначно на этот вопрос. Я думаю, что из-за нежелания обострить вообще, в принципе, внешнеполитическую обстановку вокруг, потому что США сегодня сконцентрированы, как мы видим, на самых разных точках земного шара. Я думаю, что здесь в этом отношении, особенно в условиях, когда палестинский кризис, война в Палестине, наземная операция Израиля еще не прекращена, то есть события очень стремительно здесь развиваются. Да, может быть, еще и то, что впереди выборы в США. И... Вполне возможно. Выборы будут уже в ноябре месяце. Как вы знаете, и один, и второй наиболее вероятные кандидаты ведут активную предвыборную кампанию. И здесь очень важны прагматичные подходы к каждому, получается, такому событию. То есть один неверный шаг уже будет большим минусом для возможного кандидата. Возвращаясь к самой теме, к самому конфликту, как вам кажется, как это все может развиваться? Понятно, что прогнозировать что-то действительно очень сложно, особенно на Ближнем Востоке. К чему, в принципе, может привести, как могут развиваться события, на ваш взгляд? Учитывая последние заявления, из которых мы можем сделать какие-либо выводы, вот премьер-министр и президент Израиля, в частности, недавно объявили о том, что вчера это было буквально, объявили о том, что они не будут наносить ответный удар по Тегерану, и они прекращают такой военный ответ. То есть ряд таких известных источников сообщили о таком решении. Насколько все будет складываться далее, здесь сложно
очень сложно как-то спрогнозировать. Но, по крайней мере, из вывода, из заявления таких вот высокопоставленных чиновников мы можем сделать такой небольшой вывод. Понятно. Большое спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.